Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо для Украины». Игорь Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Игорь Александрович, давайте сначала оперативно по ситуации на фронте. Мы сообщали об основных направлениях. Что происходит сейчас? На Курщине продолжаются бои. Силы обороны Украины проводят маневренную оборону, проводят арьергардные бои. Значит, они, подразделения и части ведут бои западнее Суджи, западнее Махновки, а также, то есть выполняют две задачи. Отходят на позиции на Курщине, занимают их и удерживают часть территории, а также ведут боевые действия относительно того, чтобы не дать возможность противнику, которые заняли два населенных пункта на территории Сумщины, перешли границу, продвигаться дальше, то есть в районе там Новенького, такого рода действия. И отмечается определенная концентрация их сил. Ну и надо помнить, что на Курщине вели боевые действия группировка войск противника, которая превышала 60 тысяч. У них тоже идет определенная перегруппировка и распределение этих сил для действий по вытеснению наших войск с территории Курщины, а также на попытки продвигаться дальше на Сумщину. Интенсивность боев высокая в направлении Покровска. Наши силы обороны, подразделения части по-прежнему проводят контратаки где-то до 4 направлений и ведутся бои интенсивные. Противник перебрасывает в это направление часть резервов своих для того, чтобы возобновить наступательные действия. В первую очередь, как, в общем-то, они это и делают в направлении дорог логистических вокруг Покровска. Это с юго-запада, с запада, а также с востока через Мирноград. Но эти планы разбиваются противодействие со стороны подразделений частей сил обороны Украины. И поэтому, собственно говоря, как на Курщине, так и под Покровском превалирует военно-политический фактор, который заключается на том, что на Курщине как бы они вытеснили все наши подразделения с Курщины и, более того, зашли на территорию Сумщины. А на Покровском направлении, если не удается продвигаться в сам Покровск и его захватывать, то направление Новопавловское, то есть от Курахова на запад в сторону границы Днепропетровской области, чтобы продвинуться, что не дают делать силы обороны Украины, а планы противника на этот счет имеются, и зайти там на 100-200 метров на километре, показать вот этот военно-политический аспект, что это есть новая область. То есть Путин использует временную возможность для того, чтобы по максимуму легитимизировать захват, согласно их конституции, 4 областей, что ему до сих пор не удается в полной мере ни по одной области. Мы помним, даже по Луганской идут бои, там в районе Белогоровки. Кроме того, идут успешные контратаки сил обороны Украины на Торецком направлении, не только на севере, где есть Стариконы и очень важные шахты, а также проводятся рейды подразделениями сил обороны Украины к центру самого Торецка. И здесь надо вспомнить, что там месяц и больше назад пропаганда российская говорила, что они полностью захватили Торецк. На Херсонском направлении противник пытается захватывать по речке Днепр острова для того, чтобы готовиться к дальнейшим. Ну и стоит задача, однако с военной точки зрения очень сложное форсирование Днепра и попытки захватить хотя бы часть правого берега. Там идет огневое поражение со стороны сил обороны Украины, подразделения противника, которые пытаются действовать на островах и которые пытаются высаживаться на правом, более высоком, я хочу напомнить, берегу Днепра. Вот такое состояние на текущий момент.
Игорь Александрович, не могу тогда у вас не спросить, уж коль скоро вы затронули тему юга и активизации там противника, а откуда, собственно говоря, взялись эти ресурсы? Ведь там было достаточно длительное время относительно спокойно, и мы знаем о том, что главнокомандующий Сырский говорил о том, что потери с начала года были достаточно ощутимые, более 100 тысяч человек у оккупантов. Откуда взялись ресурсы сейчас на активизацию Южного фронта? Хороший вопрос в связи с тем, что, отвечая на него, надо сказать, что особых-то ресурсов и не взялось. То есть у них не хватает сил, а есть планы. Понятное дело, что политически, мы с вами оговорили этот вопрос, им надо как бы показывать и Херсонскую, и Запорожскую область, еще как бы. А сил на это существенных нет, но задачи стоят, и поэтому они вот бросают свои войска в борьбе за эти острова, ну и отдельные попытки даже высадки определенных десантов, попытки захватить какие-то плацдармы на правом берегу. Нам сверху видно, все как в песне у летчиков поется с правого высокого берега, поэтому осуществляется эффективное огневое поражение по группировкам войск, по подразделениям, которые пытаются это осуществить, и поэтому эти планы у них не реализуются. Это такой российский Тришкин кафтан. То есть в одном месте отрывает заплатку, на другое пришивает. За последние полгода существенное, значит, было поражение войск противника, вооружения, техники, живой силы. И поэтому даже с учетом того, что они используют там всякие методы пополнения и в разные свои месяца, показывать или по сути, или с пропагандой, что набирает по 40-50 тысяч, значит, и осуществляет пополнение. Но этого недостаточно для того, чтобы реализовывать, как это раньше они проводили на всех фронтах, активное продвижение и осуществление наступательного рода действий. Поэтому определяют они приоритеты, в данном случае за последнее время это Курщина, Сумщина и ну, вот на востоке, пожалуй, Покровское направление. Попытки есть на Купинске, хотя наши там активно проводят эффективные действия. То есть на все не хватает, тем более на Запорожье, но задача стоит, этот их командующий там ставит и Запорожье, и Херсонское направление, планы есть, а сил нет. Спасибо, Игорь Александрович. Благодарим вас за подробный анализ происходящего на фронте. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант.